Наш народ герой, честно. Там, в лесу, шпалами, вот, которые меняют на узкоколейках, строили себе домики. И достаточно приличные. Представляете? Такого народа, наверное, нет. Нет. Это чистой воды люди-герои. С таким восхищением, с большой любовью сердца к своему народу о его непростой истории и жизни в ссылке рассказывает уроженка Балаклавы 83-летняя Дляра Аметова. Живы в ее памяти и воспоминания о тяжелом детстве без отца, с которым ее разлучила война. Он работал в последнее время, там, до войны, инспектором горфинотдела. Он такой образованный человек. Он даже в начале советской власти работал в школе в Иркутске, они иркутские были. Его определили в партизанский отряд. В годы войны мать Дляры Аметовой жила в Иркутске. Здесь она пряталась с 5 детьми, пытаясь сохранить им жизнь. Однако уберечь старшего сына ей так и не удалось. Во время очередной облавы немцы обнаружили молодого парня. Его угнали в Германию, прятали семью. И все-таки его, наверное, обнаружили на улице. Работал водителем некий Акимага. Водитель, шофер. Приехал к маме и говорит: «Себята сакланмыз, меня прислали забрать вас, семью, найти семью и уничтожать. Немцы». Вот. Семей КП уничтожали начисто. Понятно? Партизан, КП. Вот. И это... А нам, конечно, в подвалы, куда угодно всех. Сестру к тетке, там, братьев сестрам раздала. А сама в подвале. МДМ старался спасти. Вот так мамина семья осталась жива. Но вскоре семья узнала и о гибели отца. Его партизанский отряд был расстрелян немцами во время выполнения очередного задания. Они выполняли задание вдвоем с этим Гафарага, который был председателем сельсовета там. Там, говорит, я слышал, что как будто им нужна была лампа для связи. Вот. И обнаружили их немцы и вели на расстрел. И все. А расстреливали скелеты всех. Их вели боссами. Зимнее время было. Однако смерть отца была не единственным испытанием для семьи. Накануне депортации 18 мая 1944 года сестру Дляры Аметовой Шерфе предупреждали о предстоящей трагедии. Но молодая девушка отказывалась в это верить. Сестру, как только освободили Крым, взяли в госпиталь на работу. Один молодой лейтенант, раненый, ей говорит: «Шура, вас выселят. Давай, выходи за меня замуж, тебя я оставлю». Вот настолько это было им известно. Он лейтенант. Сестра говорит: «Нет, вы что, у меня отец погиб». Страшное майское утро разделило семью не только с родиной, но и с младшим братом. 17 мая младший этот 11-летний мальчик говорит: «Она, я пойду в Балаклаву, посмотрю, если у нас дома остался, мы переедем в Балаклаву». Они же оттуда. И ушел. 17 же мая вечером он в Инкерман к тете моей, мамина сестра, Сайметизем. Вот. Пошел к ней переночевать. Мы, сестра, Кязым Агам, Анам и я, значит, на руках. Сколько мне, 3 годика было. Вот. В Марийское попадаем. А Эмрагам в Азию с ними, с тетей моей. Ну, мама считает, что пропал ребенок, она ж не знает, где он, что он.
оплакивает, проходит некоторое время, и письмо получает она, что Агам там. Ну, они, чтобы он не умер, ничего, отдали узбеку. В ссылке на Урале, чтобы выжить, не покладая рук, трудилась вся семья. Все рубили лес, вывозили. Агам лошадью вывозила этот лес, снег вот так. Мама говорит, я даже ходила к некоторым казаклара, там в соседнем поселке, и просила работы, чтобы я поработала. Они мне хлебом, молоко, там, картошку давали, чтобы за труд. И она там полы мыла, там стирала им. А она еще такая чистоплотная была. Вот, ее работа нравилась очень. И они ее потом стали звать. И вот она первые 2 года вот так. И у мамы опущение желудка, стал болеть. 4 года я уже помню это все. Мама из-за меня осталась бараки мыть, печи топить, чтобы люди, депортированные все, приходят с работы, чтобы могли высушить свое белье в теплом доме, если можно так. Бараки. Бараки для, видимо, этих, зэков. Несмотря на суровые условия и тяжелую жизнь ссылки, будучи ребенком, Диляра Аметова стремилась к знаниям. Каждый день, чтобы попасть в школу, преодолевала немалое расстояние. Мне нравилось учиться, видимо. 5 классов там закончила. Тагашево, где-то 4 километра, наверное, по железной дороге. Ага. Метель, пурга, я в школу. Ну, там еще ребятки все наши ходили, да. Летом мне там вообще вспоминаю, так нравилось. Ягоды в лесу. Мы эти ягоды наедались вот так. В 1956 году семья Аметовых переехала в Узбекистан в город Янгиюль. Здесь состоялась долгожданная встреча с родными, младшим и старшим братом. Жизнь стала потихоньку налаживаться, но воспоминания об отце всегда жили в сердце его детей. Более-менее жизнь восстановилась. Вот. Жили все вместе, очень дружно, очень. Ну, этой дружбе их завидовали все. И она майтадла. Себепте, как же вы их так воспитали? А мы выжили, в общем. Но всегда им было очень печально, особенно первые годы. Любое, как вам сказать, любое торжество они заканчивали слезами. Вспоминали Бабаку. На чужбине Диляра Бита окончила школу, поступила в Ташкентский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. В 1967 году она устроилась на работу в школу. В этом же году вышла замуж за Сервера Ситарова, родила 3 детей. В 1979 году вместе с мужем переехала в Краснодарский край, город Крымск, где долгие годы проработала в школе по специальности. В 2003 году семья вернулась в Крым, обосновалась в микрорайоне Акмечеть в Ахмеджите. Несмотря на тяжелую жизнь вдали от родины, сегодня Диляра Бита счастлива, ведь в Крыму суждено было родиться ее 9 внукам и 4 правнукам.